Новости в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Почти 500 специалистов задействованы на строительстве моста через Лену. Активная фаза летних работ стартовала. В Горном районе началось масштабное обновление детского сада Сардана. Проект был реализован благодаря совместным усилиям коллектива, дошкольного учреждения, районной администрации и управления образования. Между тем, до главного национального праздника Исах-Туймада остаются считанные дни. В этом году в церемонии открытия примут участие около 700 человек. На строительстве мостового перехода через реку Лену в районе Якутска развернуты работы по всем ключевым направлениям в рамках активной фазы летнего сезона, в едином цикле на технологических площадках левого и правого берегов, а также непосредственно в русле реки задействовано свыше 460 специалистов и 110 единиц специализированной техники. В зоне строительства опоры номер 10 выполнено более 70% дноуглубительных работ. Формирование проектных отметок дна необходимо для последующего закрепления конструкции в русле реки. Параллельно специалисты ведут и укрепительную сборку стеновых панелей кофердама для опоры номер 8 и монтируют элементы днища. Медицинская и психологическая поддержка ветеранов СВО и членов их семей – одна из задач Госфонда «Защитники Отечества». Только за этот год сотрудники отработали более 500 обращений по профильному сопровождению. Свыше 200 граждан получили амбулаторную и стационарную медицинскую помощь. Реабилитацию прошли 70 человек. Еще более 90 ветеранов получили санаторно-курортное лечение. Бойцы и их родные могут воспользоваться путевками для восстановления здоровья по линии соцфонда. Для этого необходимо обратиться в клиентскую службу СФР через портал госуслуг или через социального координатора. При наличии медицинских показаний участники специальной военной операции могут бесплатно пройти лазерную коррекцию зрения на базе Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Для этого необходимо обратиться к социальному координатору филиала фонда. Также продолжается работа по оказанию психологической помощи ветеранам и членам их семей. В филиале фонда помощь оказывают медицинские психологи Якутского республиканского психоневрологического диспансера. В Горном районе началось масштабное обновление детского сада Сардана. Проект был реализован благодаря совместным усилиям коллектива дошкольного учреждения, районной администрации и управления образования, подавших заявку на участие в национальном проекте «Семья». В результате на капитальный ремонт здания было выделено около 50 миллионов рублей из федерального и муниципального бюджетов. Детский сад, открывший свои двери в 1988 является одним из крупнейших в райцентре, однако за 38 лет эксплуатации здесь ни разу не проводился капремонт. Срок окончания капитального ремонта планируется 30 августа. На данный момент работы по обшивке фасада выполнены на 90%. Стартовал пресс-тур «Якутия. Территория роста». Мероприятие познакомит федеральных представителей СМИ и блогеров с ключевыми проектами развития республики и Дальнего Востока. В программу вошли посещение крупных строительных объектов, образовательного кластера «Точка будущего», Жатайской судоверфи, инновационных производственных площадок и культурных центров региона. Особое внимание уделят современным технологиям строительства на вечной мерзлоте, развитию промышленности, образования и городской инфраструктуры. Участники также посетят и национальный праздник Исах-Туймада. Я считаю, что это очень правильно, потому что благодаря федеральным проектам республика сделала за последние 5 лет колоссальный, еще раз повторяю, рывок вперед. Это и ветхоаварийное жилье, расселение, мы все видим, сколько домов деревянных снесло, как развивается строительство, это и безопасные качественные дороги, сколько дорог построено, мостов, мостовых переходов. Это, конечно, и цифровая экономика, это нацпроект образования. В Якутске стартовал и крупнейший конкурс исполнительского мастерства на Дальнем Востоке «Розовая чайка». В нем примут участие более 1000 человек в очном и заочном форматах. Среди них не только участники из России, но и стран ближнего зарубежья. Юные таланты смогут проявить себя в 9 категориях – от фортепиано и оркестровых инструментов до народного творчества и хореографического искусства. «Розовая чайка» – часть масштабного проекта «Музыка для всех», инициированного первым президентом республики Михаилом Николаевым. В 2013 году первым президентом республики Михаилом Фомичем Николаевым было принято решение о том, что мы будем реализовывать проект, он называется «Музыка для всех».
Задача проекта заключается в том, чтобы не только дети, которые обучаются дополнительно в детских музыкальных школах, в детских школах искусств, играли на музыкальных инструментах. Основная задача заключается в том, чтобы дети, обучающиеся в общеобразовательной школе, имели возможность, доступ такой, чтобы у каждой школы общеобразовательной был свой музыкальный коллектив. В Амгинском районе отметили столетие легинского наследия. В честь памятной даты был организован круглый стол «Кладезь истории», посвященный сохранению культурного наследия. Мероприятие, инициированного меценатом Русланом Федотовым и объединением «Леги», собрало потомков основателей, старожилов и гостей. Участники вспомнили богатую историю села, которая век назад была крупным хозяйственным центром, а также обсудили судьбу наследия после масштабного переселения жителей в 1969 году. Это студенческие работы Семена Луканси, но нам отправил фотографии последних своих работ, где мы видим, что его творчество формируется из художественных образов Севера. И вторая выставка Марии Магатыровой – это этюды. Район Исах прошел в Бичинчинском наследии. День выдался солнечным, но не слишком теплым. Несмотря на это, гости со всего Ленского района, в том числе и коллектив нефтетранспортной компании «Транснефть Восток», приехали в Бичинчу на праздник, чтобы принять участие в национальных обрядах, получить благословение небес, посмотреть на спортивные состязания, увидеть номера художественной самодеятельности, попробовать кумыс, оладьи и другие национальные блюда. Начался праздник с традиционного парада гостей. В нем прошли делегации района, города и наследников, представители трудовых коллективов. Самым многочисленным стал коллектив ленского филиала «Транснефть Восток». Открытие праздника сопровождалось завораживающими якутскими обрядами. Тоско! Тоско! Следующий пункт программы – национальный танец Асуохай. В этот праздничный день бок о бок встали в священный круг представители разных национальностей, профессий и возрастов. В компании «Транснефть Восток» трудятся представители разных народов, в том числе коренные малочисленные народы Севера. И все очень рады сегодня участвовать на Асуохай и принять участие в Асуохай. Нам очень понравилось, было очень занятно, удивительно. Транснефть Восток не только ведет активную благотворительную и волонтерскую работу, но и не оставляет без внимания национальные праздники. Это важный элемент сохранения культурного наследия народов России и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей. Особенно важно это в год единства народов России. Транснефть Восток – это один из наших очень хороших партнеров, который помогает стратегии экономического развития Ленского района. У нас было отремонтировано хирургическое отделение, это наши социальные объекты, школы, классы. Принимают участие во всех культурно-массовых мероприятиях и спортивных мероприятиях. Программа праздника была насыщена всем, чем богата якутская культура – древними песнями и танцами, соревнованиями по национальным видам спорта. Гости смогли отведать традиционных блюд и полюбоваться красивыми народными костюмами. В Мегино-Кангаласском районе провели цех, приуроченный к Году единства народов России, Году культуры в республике и Году местного производства в районе. Цех олицетворяет гармонию человека и природы, преемственность поколений и неразрывную связь времен, собирая в единый круг, Асуохай всех, кто живет и трудится на родной земле. Эти цех наполняет сердца каждого радостью, вдохновением и энергией для освящения, для новых свершений. С каждым годом традиции наших предков обретают новое звучание, становясь прочной основой для согласия и консолидации общества. Сегодня я побывал на цехе, можно сказать, у себя на родине, в Мегино-Кангаласском районе, потому что у меня мама Мегино-Кангаласская, я здесь детство проводил, она родом из Жабыльского наследия в местности Арылах. Сегодня я очень воодушевлен, потому что действительно народ очень приподнятое настроение. Вообще Мегино-Кангаласский улус славится своими тружениками издавна. Здесь сконцентрировано наибольшее количество населения народа Саха. Алгыс, который был у нас здесь на местности Урасалах, он дошел до каждого из нас, до наших воинов. Ну и всего-всего самого хорошего. До главного национального праздника Эсеха Туймада, между тем, остаются считанные дни. В этом году в церемонии открытия примут участие около 700 человек. Школьники, студенты и профессиональные артисты. Среди нововведений новая входная арка с парковкой для посетителей. Подробности у Даяны Федоровой.
На Исыхе Туймады ожидается традиционно большой поток гостей. Для удобства посетителей со стороны ипподрома открыт новый вход Ейлин Артык. Он позволит разгрузить центральную зону и распределить потоки людей. Рядом обустроена парковка на сотни автомобилей. Сама арка высотой около 5 метров выполнена в виде 6 коновязей. Как только проезжаем основной поворот Юсхатын, вывески, таблички будут Ейлин Артык. И расстояние от центральной трибуны почти одинаковое. Вот поэтому всем, наверное, удобно будет. Исых – это не только праздник, но и сакральное пространство с глубоким смыслом. Поэтому важно соблюдать традиции и правила, связанные с входом и поведением на территории. На входе на территорию Исыха есть несколько арок, через которые можно пройти, и у каждой из них важно соблюсти несколько правил. Справа проходят мужчины, слева – женщины. У священного очага принято пройти обряд очищения. Для этого мы вокруг него проходим трижды по ходу солнца. И еще один важный момент. На всей территории празднования у девушек волосы должны быть собраны в хвост или пучок. А также в день самого праздника нельзя ругаться, конфликтовать, а встречать Исых только с добрыми намерениями. Для удобства гостей будут курсировать 4 бесплатных шаттла для пожилых людей и детей. На территории установят около 20 беседок для отдыха и питания. Параллельно идет подготовка к церемонии открытия. В этом году ее тема «Единство народов России». В программе хоровод дружбы с элементами танцев разных национальностей. В этом году участников в районе 700 человек. Но это меньше на самом деле, чем в прошлые годы. Но тем не менее... Я надеюсь, что будет очень интересная церемония открытия. Главным режиссером церемонии выступает Афанасий Федоров, его помощник Наталья Кралина. В постановке участвуют коллективы Национального театра танца, народные ансамбли и студенты. Да, мне нравится, потому что тут чувствуется общность и традиционность в этом плане, как... Традиции нас сплочают, в общем говоря. На сцене также выступят самые юные артисты, участники ансамбля «Кыталык» из села Майя Мегино-Кангаласского района. Я здесь впервые, и мне очень нравится. Здесь очень много людей. Можно, я смогла с многими детьми подружиться. На территории Юсхатын интернета не будет, поэтому организаторы рекомендуют заранее позаботиться о связи и взять наличные. Также проведена обработка территории от насекомых. Даяна Федорова, Владимир Павлов, Якутск. На этом все. До встречи в дальнейших эфирах.